По поручению главы Коми для детворы села Часово закупили специальный автобус. Проблема появилась в 2017 году. Тогда ужесточили правила перевозки детей и просто запретили перевозить малышей в школьных автобусах. Это стало настоящей головной болью для тех родителей, у кого нет своих машин. Татьяна Супряткина о том, как Сыктывдинский район стал пилотным в реализации проекта для дошколят. Лишь детская площадка рядом с этим ветхим деревянным зданием в деревне Красная напоминает, что когда-то здесь был детский сад. Сегодня до ближайшего дошкольного учреждения 10 километров. В соседнем Часово находится еще и школа. Учеников на занятия возит школьный автобус. А дошколятам с родителями там места нет. По закону перевозить малышей в таком транспорте просто нельзя. Он не оборудован специальными детскими креслами. Впрочем, это проблема не только жителей небольшой деревушки, а еще 4 населенных пунктов. Оттуда местная детвора тоже добирается до детского сада в Часово как может. Конечно, будет хорошо, если будет такая машина, такой автомобиль, который будет заниматься подвозом детей, потому что есть дети, которые не могут добираться с Красной, есть дети из других тоже населенных пунктов. Их немного, но они есть, и им этот транспорт очень нужен. Сегодня в детском саду Часово 2 группы, и 10 малышей как раз живут далеко от учреждения. Новый автобус и должен решить проблему доступности дошкольного образования для этой небольшой компании. Эту новость сельские семьи ждали долго. 5 лет не могла решиться, никто не мог решить проблему с подвозом детей. Но с приходом главы республики Владимира Викторовича Уйба все-таки эта проблема решилась. И я бы хотел передать огромное спасибо от себя лично и от жителей сельского поселения Часово за то, что у нас все-таки вот это так получилось. Новенький автобус купили в середине февраля, но на линию он выйдет только после небольшой модернизации. Для того, чтобы дети более младшего возраста могли перевозиться на транспорте, который закуплен у нас на сегодняшний день администрацией Сыктывдинского района, конечно же, необходимо будет удерживающееся устройство. Это кресло по возрасту детей, над чем мы сейчас и работаем. Подбираем кресло и будем дооснащать транспорт данными креслами. Кадровый вопрос уже решили, водителя нашли. Сегодня опыт Сыктывдина пригодится во многих сельских районах Коми. В этом учебном году проблема подвоза к детскому саду актуальна почти для сотни дошколят региона. Татьяна Супряткина, Виктория Палкина, Иван Богомолов, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.